сегодняшняя встреча, она актуальна, во-первых. Во-вторых, заставила тех, кто сегодня был, а аудитория была полная, были школьники, учителя, чиновники, участники СВО, ветераны и так далее. То есть разные слои нашего общества были представлены. И читалось неподдельный интерес, во-первых. Во-вторых, заставило задуматься о истинных корнях различных политических событий. Ну и в том числе этих страшных событий, которые произошли в Крокус-Сити, ну и ранее, которые происходили. На хороших наглядных примерах Николай Викторович показал причины возникновения, следствия, ну и потом в историческом плане, что это может быть. События, они сегодня предлагают жителям Якутии задуматься и выстраивать стабильные, хорошие, крепкие взаимоотношения со всеми. Быть готовыми, во-первых, и в то же время знать истинных покровителей террористов. Ну, вообще, когда мой товарищ Дмитрий Иванович Соловьев мне сообщил о том, что будет презентация такой замечательной книги и такого автора, а я же являюсь, можно сказать, его поклонником в той части, что он же постоянный спикер передачи «Большая игра» по Первому каналу, а я эту передачу практически смотрю каждый день. И Николай Викторович Стариков участвует в ней практически, через раз это точно. Его точка зрения, его мнение мне очень близки, мне самому. И когда я узнал, что он написал такую книгу, я, конечно, с большим интересом посмотрел про эту книгу в интернете. И, конечно, у меня появилось большое желание поучаствовать в этой презентации и купить эту книгу. Я очень рад, что он даже написал такой мне личный автограф. Дело в том, что я знакома с творчеством Николая Старикова уже давно, и в СМИ наблюдаю за ним. И в прошлом году, в феврале месяце, я была на Дальневосточном форуме лидеров общественного мнения и видела выступление Николая Старикова. И когда Дмитрий Иванович Соловьев меня пригласил на эту встречу, я, конечно, была безумно рада, потому что я уже знала, куда я иду. И меня вообще очень привлекают умные люди, люди, которые могут объяснить. И тема сама про терроризм, она очень животрепещущая. И, конечно, безусловно, я сегодня получила очень много информации. И пришла вместе с сыном со своим, чтобы он тоже понимал, слушал, именно приобщался к людям, которые действительно могут пояснить все это правильно, профессионально. Это когда он подает информацию, это все очень размеренно, очень обдуманно, нет никаких лишних эмоций, и все это прямо укладывается очень в голове. Это мне нравится. Дорогие друзья, добрый день. С кем мы сегодня еще не виделись. Сразу хочу сказать, что моя книга не написана в связи с произошедшими событиями в Крокус-Сити, естественно. Она вышла в октябре 2023 года, и она рассказывает о событиях достаточно большого исторического промежутка, скажем, несколько столетий, но тоже не является какой-то энциклопедией терроризма. К сожалению, это явление, которое было придумано достаточно давно, уже столько кровавых преступлений совершило на нашей планете, что для описания всех этих террористических актов я не знаю, сколько нужно томов. Это было бы страшное, местами ужасное чтение, но иногда нужно понимать, иногда нужно это читать. В самом начале своей книги я постарался погрузить моего читателя в один из периодов, который переживала наша страна. В моей книге рассказано о разных странах. И я это делал намеренно, потому что мы не должны с вами думать, что терроризм – это только против России. Нет. Это инструмент воздействия одного государства против другого государства. Вот так и надо терроризм воспринимать. Именно так. Но ощущение того, что происходило в России, и смысл того, что происходило, мы с вами лучше поймем, если просто переберем, перечитаем, вспомним террористические акты, которые происходили в период так называемой Первой русской революции. Этот терроризм начался в 1903 году, его очередная волна, и закончилась в году в 1906. То есть наша страна пережила это 3-3,5 года
огромного количества террористических актов. Мы увидим что-то общее с тем, что произошло сейчас. Что-то совершенно иное. Но уверяю вас, что как ничего не меняется в политике, и об этом нам говорят карикатуры Бориса Ефимова, вот точно так же ничего не меняется в терроризме. Терроризм – это средство одного государства подчинить себе волю другого. Вот, по-моему, вчера, выступая на коллегии МВД, президент сказал о том, что терроризм – это оружие. Это действительно оружие. Это так и есть. Оно основано на особенностях демократического управления. Ну вот смотрите, берем, не знаю, там, век какой-нибудь 14. Кто принимает решения в стране? Монарх. Если вы хотите изменить политику страны, что вы должны сделать? Вы должны убить монарха, убить советников монарха, угрожать убийством и тем, и другим, там, постараться их подкупить, выдать замуж. Ну, то есть влияние на первое лицо через окружение, да, или убийство первого лица, что тоже часто встречалось в то время. И это не терроризм. Это государственный переворот, это убийство, но это не терроризм в сегодняшнем его виде. Терроризм в том виде, как мы его сегодня видим, появился в тот момент, когда власть стала опираться на мнение людей. Есть демократия, есть выборная система, есть мнение каждого человека. И только в этой ситуации стало важным и возможным воздействовать на власть, воздействуя на каждого человека в отдельности. То есть хотите, чтобы власть изменила политику, напугайте, угрожайте, заставьте сломаться общественное мнение государства. Ведь, смотрите, террористические акты направлены сегодня в основном на любого гражданина. Жертвой террориста может стать любой. Тот, кто пришел на концерт группы. Огромное количество людей могло туда пойти. Например, я думал пойти на этот концерт, потому что я люблю группу «Пикник» в том числе. Но я не люблю ходить на концерты, и поэтому я туда не пошел. Но у меня есть добрые друзья, которые оказались на этом концерте. Слава Богу, они остались живыми. То есть воздействие на общественное мнение заключается именно в том, что каждый из нас ощущает свою сопричастность и свою возможность оказаться жертвами теракта. Для чего это делается? Обратите внимание, никаких требований никто не выставил. Ну, это странно. Те террористические акты, которые происходили у нас в период контртеррористической операции на Кавказе, всегда имели в своей основе требования. Помните, да? Нордост. Захватили заложников, требует остановить контртеррористическую операцию. В Буденновске захватили, требуют остановить контртеррористическую операцию. Взрывы в московском метро требуют вывести войска из определенных территорий. То есть всегда есть какие-то требования, и терроризм – способ сделать эти требования громкими, яркими, невозможными к невыполнению. Вот так это делается. Сейчас погибло 144 человека, и вроде как никто ничего не хочет. Но так же не бывает. Ну, вот теперь давайте в логике этого попробуем чуть-чуть помыслить. За террористами всегда стоит внешнее государство. И это основная идея моей книги. Когда вы читаете в какой-нибудь, не знаю, литературе, написанной не сильно разбирающимися людьми, о том, что кто-то сам собрался, создал террористическую ячейку и начал взрывать там и сям, и никто его не мог поймать, это полная ерунда. Так не бывает. Нигде и никогда. Спецслужбы всегда плюс государство сильнее, чем какие-то убийцы-энтузиасты. Их невозможно поймать, если их обучает другое государство. Оно их финансирует, оно их направляет. Ну, собственно говоря, те, кто занимается борьбой с этим явлением по долгу своей службы, они это прекрасно знают. При этом смотрите, как цинично все делается. Вот вчера сообщение ФСБ. Партия взрывчатки раскрыта, которую завозили внутри икон.
Сразу хочу сказать, это не иконы с взрывчатыми материалами, которые должны потом были разойтись по храмам. Нет, не в этом смысл. Смысл завести взрывчатку, вынуть ее из икон и дальше использовать для осуществления террористического акта. Вот смотрите, как работают. Завозят икону в православную страну. Почему именно так? Потому что, думая, что если они положат взрывчатку в иконы, то таможенники, ФСБшники, православные, не будут смотреть, да, как-то неудобно, отношение особое, да? Но не помогло. Но ведь кто-то эту взрывчатку завез. А вот теперь давайте зададим себе главный вопрос. Какое может быть неозвученное требование, которое прозвучало, я уверен, по каким-то закрытым каналам или даже таким немым вопросам в адрес российского руководства после теракта в Крокус-Сити? Ну ведь это же очевидно. Что могут потребовать от руководства России? Прекратить специальную военную операцию. А что еще? Вот просто собрались, просто убили 144 человека, и никто ничего не хотел. Поднимите руки, кто согласен с тем, что такое может быть. Что кто-то выделил там сотни миллионов не рублей на проведение этого теракта просто так. Такого не может быть. Всегда есть источник финансирования, он внешний, и у этого источника финансирования есть своя политическая цель. Какая она может быть в сегодняшней ситуации? Только остановка специальной военной операции, заморозка той ситуации, которую мы там наблюдаем. Уже даже это, без изучения подробностей финансирования, маршрутов отхода террористов, уже это наводит нас сразу на след, кто стоит за этим террористическим актом. Поэтому открою вам еще такой маленький писательский секрет. Если вы хотите, чтобы ваша книга жила долго и была интересной, она не должна быть конъюнктурной. То событие, которое волнует всех, через год будет волновать в меньшей степени. И книга написана... Если можно там что-то подрегулировать. Книга, написанная про какое-то событие, которое всех сейчас беспокоит, она очень быстро теряет свою актуальность. Потому что человек берет ее, знает уже, чем события дальше закончились. Этого автор, естественно, не знал, когда он писал книгу. И она становится гораздо менее интересной. Поэтому, когда я писал книгу о терроризме, моя задача не рассказать о терроризме в 2023 году, когда я ее писал, и не делать прогнозы на 2024. Потому что в политике ничего не меняется. И, к сожалению, то, что в ситуации борьбы России за свое существование, за место под солнцем, за суверенитет и за влияние в мире, попытки террористических актов будут обязательно. В том, что ФСБ предотвратит 99 из 100 терактов, сомнений нет. Это значит, что теракты рано или поздно будут происходить. Поэтому моя задача не пугать читателя, а объяснить ему, кто и зачем занимается терроризмом в мире. И это не привязано к какому-то году, это не привязано к специальной военной операции, потому что после ее окончания геополитическая борьба продолжится дальше. А терроризм, как один из инструментов воздействия одной страны на другое, он будет точно так же применяться. Поэтому каких-то сверхактуальных вещей, вот таких, знаете, горячих фактов, вот вы в моей книге не найдете. Но зато вы найдете в нем понимание, кто, зачем, когда, на многих исторических примерах эту вещь, к сожалению, кровавую использовал. Вот такую книгу мне хотелось написать. Надеюсь, я ее написал. И, честно говоря, как автор, я очень сожалею, что она становится все актуальней. Я бы с удовольствием хотел, чтобы книга о терроризме была полезной, но такой вот неприкладной для сегодняшнего дня. Но боюсь, что, к сожалению, этого не получится. По причине того, что терроризм очень недорогое средство воздействия на любое государство. По сравнению с военными действиями это
сущие копейки и пустяки. Сразу хочу сказать, что собирался я писать эту книгу несколько раз, начинал, откладывал, делал другие работы. И окончательно подтолкнуло меня к написанию книги убийство Дарьи Дугиной, убийство Владлена Татарского и покушение на Захара Прилепина, который является моим другом и соратником. Вот это как-то окончательно мне показало, что эту книгу надо писать очень быстро, надо ее как-то собрать и выпустить. И вот она вышла, еще раз подчеркну, в октябре 2023 года. В целом это моя 21-я книга, но в таком постоянном режиме я выступаю на телевидении, у меня есть авторская программа на радио «Комсомольская правда», она выходит по вторникам 19 часов по московскому времени, ну и все социальные сети, от Телеграма, заканчивая Одноклассниками, они тоже присутствуют, вы можете меня там найти. Сразу хочу сказать, что у меня был YouTube-канал, в нем было 535 тысяч подписчиков, и YouTube этот канал уничтожил. За что? Да ни за что, как обычно. Я на этом не успокоился, я подал в суд на Google, я этот суд выиграл. Google подал апелляцию, она будет сейчас рассматриваться, но просто хочу вам сказать, что эта крупная корпорация ведет себя очень странно. Просто вот приведу пример. Еще раз. 535 тысяч подписчиков. Одним из аргументов представителя Google в суде, знаете, какой был? Что моего канала никогда не существовало. Ну, согласитесь, это очень забавно, да? Приходит юрист и говорит, а его никогда не было. Мы не знаем, о чем вы говорите. Ну, это примерно как там, вы пришли куда-то, там сказали, а вас никогда не было. Хорошо, что у вас есть паспорт. Вы достаете и говорите, вот же. Ну ладно. Вот у меня тоже были нотариально заверенные, так сказать, документы о том, что этот канал был и все такое. Так что борьба с полезной для нас и вредной для них информацией ведется активно и очень последовательно с их стороны. Поэтому сейчас уже, дорогие друзья, я вам предлагаю вот как смотреть на вещи. Если вы видите канал известного общественного деятеля российского, чей YouTube-канал имеет сотни тысяч подписчиков, задайте себе вопрос, почему он до сих пор существует? Почему? Почему YouTube к нему так благосклонен? Возможно, этот вам кажущийся полезным, интересным, ярким, самобытным, смелым общественным деятелем рассматривается точно таким же спецслужбами другой стороны. Просто когда уничтожали мой канал, чтобы было понятно, никаких страйков, предупреждений не было, и в тот же день был уничтожен мой запасной канал. Ну, как говорится, чтобы 2 раза не ходить. Так что вот с этой стороны я предлагаю вам посмотреть на события. Но поскольку я не хотел бы долго в одностороннем режиме рассказывать о книге, я хотел бы сейчас перевести нашу дискуссию в формат вопросов-ответов. Поэтому передаю слово вам. Здравствуйте, Николай Викторович. Меня зовут Максим, город Якутск. Мой вопрос может быть не прямо по теме терроризма, но все-таки, наверное, взаимосвязан. Я бы хотел спросить, как вы считаете, сможет ли поменяться политика США после выборов Трампа, после выборов президента в ноябре данного года, учитывая те факторы, что ведь мы знаем, что США управляется глубинным государством, что там есть огромнейший круг людей, которые решают все основные геополитические внешние и внутренние вопросы. Но и от смены президентов меняется не так уж много, но ведь идет борьба элит внутри США, промышленники, банкиры и так далее. И вот именно с этим связан мой вопрос. Ну, собственно говоря, спасибо большое за вопрос. У вас небольшая оговорочка по Фрейду, да, выборы Трампа. Да.
такая фраза свидетельствует о том, что вы к нему настроены комплиментарно. И в целом к этому деятелю в России почему-то хорошее отношение. Почему? Не очень понятно. Наверное, из-за нашей с вами русской души, когда гонимого мы как-то симпатизируем. Я просто напомню, что Трамп в нарушение всех мыслимых дипломатических законов фактически отнял у Российской Федерации консульство в Сиэтле. В ответ мы закрыли консульство в Санкт-Петербурге, но в ответ его реально просто забрали. Зачем? Ну, видимо, чтобы насолить Российской Федерации, потому что никакого смысла в этом другого нет. При Трампе стреляли по Сирии. При этом основаниями для такой стрельбы было прочитывание твиттера его дочерью. То есть это абсолютно никакой не пророссийский политик. Ни разу. Поэтому я на выборы в Соединенных Штатах смотрю как на забег лошадей. Но разница между лошадьми и тем, что происходит сегодня в политической системе США, есть одна и существенная. Забег лошадей – это красиво. А то, что происходит в США, это отвратительно. Два престарелых, без 5 минут уголовника, пытаются занять основное кресло руководителя сверхдержавы. Из них один не всегда понимает, что он говорит, но я уверяю вас, что в целом Байден абсолютно в своем уме. Просто вот в силу прогрессирующего заболевания он, может быть, не может выйти с трибуны, но кого бомбить он прекрасно знает и кому оружие посылать. Все это вот такая особенность, да? А второй, ну, уже не знает, что бы ему придумать, чтобы вывернуться из этой ситуации. И для нас прелесть этой ситуации в том, что их борьба дискредитирует Соединенные Штаты больше, чем все карикатуры Бориса Ефимова за всю его историю, при всем к нему уважении. Потому что карикатуры Бориса Ефимова мы внутри изучали, а то, что делают сегодня в Соединенных Штатах Америки, это транслируется на весь мир. Поэтому карикатуры Бориса Ефимова мы должны с вами изучать, потому что это память правильных, неправильных решений, ошибок, которые были внутри Советского Союза, а разрушение основ симпатий к Соединенным Штатам во всем мире, как к некому оплоту справедливости, это очень важная фундаментальная вещь. Поэтому политика США вообще не поменяется в зависимости от того, кто победит. Нам с вами совершенно все равно, кто победит. Но раз уж президент сказал, что Байден, то пусть Байден. Соглашусь с президентом полностью. Но в целом, мне кажется, что президент все-таки это сказал, потому что иначе это будет выглядеть как продолжение несуществующего вмешательства. Да. Ну и, конечно, захотел так немножко их потроллить, если так сказать. Но, по-моему, получилось замечательно. Да? Поэтому пусть Байден будет. Спасибо. Меня зовут Аян Васильев, я директор средней школы номер 26 города Якутска. Да? Ну вот по недавнему теракту в Крокусе, да? Ну вот смотрите, по всем законам конспирации, да? Террористы приходят на объект с открытыми лицами, получается, не меняют автомобиль, да? На этой же машине уезжают. Вроде, ну, вывод такой, что организаторы хотели бы, чтобы их поймали, да, с одной стороны. Но это противоречит тому, что террористов, вернее, исполнители ловят, они проговариваются, кто их заказчики, получается. То есть напрашивается вывод, что сами организаторы хотели бы, чтобы они попались, это раз. И во-вторых, они, видимо, были настолько уверены, что они ничего не проболтаются, так как они не обладают, видимо, той информацией, кто же был конечным заказчиком. Поэтому вот ваше мнение вот по этому поводу, вот какое-то противоречие, это первый вопрос. И второй вопрос. По вашей книге вот терроризм как историческое явление, уже как инструмент политической борьбы, вот когда он впервые появился именно на исторической арене? Спасибо. Спасибо. Очень интереснейший вопрос. Как говорится, вам прям аплодирую. Начну со второй части вашего вопроса отвечать. Я не писал научную работу, когда терроризм зародился 1 сентября 1566 года. Я не знаю этой даты.
мне представляется это не столь важным. Я перед подготовкой книги и в процессе ее написания прочитал очень много книг, на обложке которых написано «терроризм». И понял, что они все построены примерно по одному принципу, вернее, по двумя. Например, есть книга там «Терроризм в Российской империи», и там просто рассказываются случаи. Там терроризм анархистов, пошло, терроризм эсеров, и все. То есть такая энциклопедия, но не объясняется, кто стоял за этими эсерами, кто стоял за анархистами, откуда у них деньги были, оружие. Вторая книга, там, например, она рассказывает, терроризм зародился в Древнем Израиле, когда зелоты убивали римлян, дальше ассасины на Ближнем Востоке, потом, значит, там еще кто-то, и в результате читатель засыпает страницы на 10-й, потому что это все очень таким скучным языком изложено. И я понял, что нужно написать книгу человеческим языком, ну, я другим не умею, честно скажу, где показать человеку, что такое терроризм. Когда он зародился, неважно, про зелотов в Израиле ценители израильской истории, ценители римской истории прочитают. К сегодняшнему терроризму это такое весьма опосредованное отношение. Поэтому не воспринимайте мою книгу как энциклопедию. Ни в коем случае. Да? Это все-таки политологическая книга, которая должна человеку дать определенный взгляд в первую очередь. Теперь по поводу вот того, что вы начали. Вот прям вы молодец большой. И я приведу вам пример, где ровно то же самое использовалось для очень серьезной вещи. Итак, что сказали вы? И на это, я думаю, вы все обратили внимание. Итак, террористы. С одной стороны, не собирались героически погибать во время теракта, правильно? Иначе бы они пришли в поясах шахидов и просто дождались бы прихода спецназа и просто там взорвались, пострелялись. Нет, они работали по таймингу. Через 13 минут они выбежали, сели в машину и стали уезжать. И одновременно с этим у них были не закрыты лица. Вопрос. Если вы собираетесь скрыться с места преступления и получить за него какие-то деньги, ну, может, вы лицо-то все-таки закроете? Вы можете быть настолько тупыми, чтобы не понимать, что незакрытые лица помешают вам убежать и потом в вашей перспективе жить дальше с кровавыми деньгами. Ну, логично? Логично. Вот девушка кивает. Девушка, вы бы закрыли лицо? Девушка кивает дальше. Потому что девушка умная. В 21 веке с незакрытыми лицами в метро нельзя заходить. Скажу вам по секрету, вы возьмете там в московском метро свой проездной, вот вы его, да, и вас через 5 минут любой оперативник распечатает на принтере ваши фотографии или в электронном виде получит, как вы в метро зашли, как вы ехали, где вы вышли, где вы сели на автобус и так далее. И вас не спасет даже кепка на глаза надетая. Вот что такое 21 век. А эти люди, которые собираются потом жить, приходят с открытыми лицами. Что это значит? Совершенно верно. Это значит, что нужно было, чтобы их лица были видны. Логично? Логично. Следующий вопрос. Вот давайте девушки у нас будут сегодня все распутывать. Вот вы сказали вы. Вот давайте вы и будете с белым наушником. Зачем нужно и кому нужно? Им это не нужно, да? Мы уже поняли. Кому нужно, чтобы мы видели их лица в момент теракта? Подождите, сейчас. Вы тоже девушка, но у нас сейчас следователь другой все-таки. Кому нужно, чтобы мы видели их лица? Организаторам. Организаторам. То есть террористам говорят, вы должны приехать, взять автомат, зайти, поубивать людей. Через 13 минут вы должны выйти. Поэтому у одного из террористов в ухе наушник, где ему говорят, пора выходить, потому что в состоянии, когда они накачались наркотиками, они могут забыть обо всем на свете, да? При этом им еще, это мои личные домыслы. Вы видели, что один голову отрезал, да? А вот теперь мы подошли к самому главному. Итак,
Что нам дает их лица? Нам, я имею в виду, вот всем, кому это показывают, это дает понимание, что это люди со Средней Азии. Так? Так. Появляется национальность, появляется религиозная принадлежность, потому что они кричат определенные лозунги. Их можно привязать к конкретной организации, которую американцы и пытаются привязать. А чтобы можно было окончательно привязать, что нужно? Нужно отрезание головы. Это же почерк ИГИЛ, запрещенный в России. Правильно? Именно поэтому абсолютно нелогичная, ненужная, ну то есть если вы бегаете с автоматами, стреляете людей, зачем голову-то резать? Если у вас все на все про все 13 минут. Ну вы понимаете, что терроризм – это напугать и либо погибнуть во время его и послать сигнал, либо убежать. А все сразу не получится. Поэтому они осуществляют действия для того, чтобы создать иллюзию принадлежности к террористической организации ИГИЛ. Ну так. Ну вот представим ситуацию. Люди в масках забежали, постреляли и уехали. Как вы скажете, что это ИГИЛ? Ну как? На основе чего? Шахидов нет, поясов нет, лица не видно, уехали куда-то. Смотрите, организаторам теракта вот всю эту иллюзию нужно создать сразу же, потому что никто не может вам гарантировать, что будет дальше. Вариант первый. Они заблудились в этом крокусе и сгорели. И все. Как вы докажете, что это были... Вариант второй. Они убежали. Вариант третий. Они схвачены. Никто не знает, как это будет. Поэтому теракт планируется так, чтобы сразу создать нужное информационное сообщение. Увести в сторону. А вот теперь переходим к самому главному. Где еще в истории так было? Я вам сразу скажу. Убийство Франца Фердинанда, которое послужило прологом к Первой мировой. Как оно было сделано? Сейчас без деталей, да, просто. Сербский террорист застрелил наследника австрийского престола. Вот представьте ситуацию. Человек без каких-либо этнических, ну то есть он не выглядит как азиат, не черный цвет кожи, серб. Ну как отличишь его там от француза или не знаю, там никак. Значит, он должен живым попасть в руки полиции. Правильно? Правильно. В этой организации «Черная рука» несколько человек. Один кинул бомбу, другой в итоге застрелил. Оба террориста сразу приняли яд. Но яд не подействовал. Представляете? Негодный яд оказался у террористов. Поэтому они все живыми попали в руки австро-венгерской полиции. И дальше на суде говорили пламенные речи про свободу, про угнетение и давали нужный след. Сербские террористы, все понятно. Дальше Австрия предъявила ультиматум и понеслась. То есть террористы должны были попасться живыми. А здесь неважно, живыми или нет, важна их внешность. Крики и их действия. Одинаковая же. Методичка абсолютно одинаковая. Создание определенного повода или иллюзии. А дальше уже техника, как развязать Первую мировую войну. Поэтому я хотел еще вам один факт сказать, который вы еще не знаете. Я вчера был в эфире программы «Матч ТВ», и там был прямой эфир с семьей мальчика, которого террористы, убегая из Крокус-Сити-Холла, сбили. Для тех, кто не знает, они, уезжая оттуда, сбили семью. Значит, сбили мальчика 10-летнего, к нему пришли хоккеисты, Ковальчук пришел сейчас в больницу, подарил ему клюшку, все написали ему ролики, начиная от Овечкина, заканчивая Малкиным, потому что он хоккеист. То есть, прям поддержали, действительно очень, очень здорово. И там многие хоккеисты приходили. Но сейчас речь не об этом. И телемост с палатой мальчика, там сестра, отец и мальчик. С мальчиком все хорошо, через 2 месяца будет на коньках, слава богу. И что важно, отец, рассказывая, что они были на концерте, они ушли оттуда,
И дальше он говорит, вот, значит, Илью сбили. Потом останавливается и говорит, они его специально сбили. Они нас всех хотели сбить. Они ехали мимо нас и вывернули руль. Вы представляете себе? То есть они убили людей, сели в машину и еще захотели задавить ребенка. Вопреки всякой логике. Потому что это, кстати, послужило одним из спусковых механизмов, что их вычислили машину. Потому что оттуда уезжают сразу там сотни машин, да? Попробуй понять, в какой из них сидят террористы. И вот им надо было задавить этого мальчика. Вот просто для... Ну, не знаю, у меня нет ответа как бы на вопрос, зачем. Нет. Сейчас не об этом. Не о том, что они хотели, чтобы их поймали. Они не хотели, чтобы их поймали. Это их внутреннее состояние. Им так понравилось убивать, что они захотели еще и его убить. Поэтому я предлагаю вернуться к вопросам, потому что на ваш вопрос я ответил. А вот про мальчика это просто такая, ну не знаю, если можно микрофон сюда дать. Вот. Да, я с вами полностью согласен, что терроризм, к сожалению, сейчас на вооружение берут некоторые спецслужбы, ну, скажем так, недоброжелатели нашей страны. Вот поэтому я считаю, что, конечно же, нужно как-то противодействовать это и обеспечить безопасность нашей страны. Поэтому вот я хочу такой вопрос задать. Вот на самолетах, на дальних рейсах международных есть такая практика, летают маршалы. В самолете сидит человек, вооруженный в гражданской форме. И в случае захвата самолета он пытается противодействовать. Не всегда это получается, скажем, в мировой практике, но эффект все-таки есть от этого. Но там 200 человек. Вот в зале, когда более 6 тысяч человек, почему у нас нету такой практики? Потому что, вот смотрите, сегодня в зале я смотрю много у нас людей военных и с боевым опытом. Как минимум 2 ветерана ГРУ, которые могли бы оказать сопротивление, имея у нас оружие. Или люди специальные, обученные, сидели среди зрителей. Достаточно 5-6 человек, которые могут завязать бой до подъезда основной силы. И вот это, я понимаю, сейчас уже дискуссия об этом ведется, и там говорится, что государство не может себе позволить каждое массовое мероприятие профинансировать охрану. Но ведь если есть такие, зарабатывают деньги концертные залы, артисты, они могли бы в свою расходов статью поставить обеспечение финансирования охраны вооруженной. Потому что у нас даже в школах, не секрет, сидят 70-летние дедушки со зрением -8, -10. И это дети, самое дорогое. Поэтому мы сейчас должны задаться вопросом, как решить этот вопрос. Конечно, с финансовой стороны государству будет сложно, но еще раз, как выход, положить эти расходы на коммерческие структуры, которые проводят такие вот мероприятия массовые. Это может быть не только концерты, это даже пускай спектакли и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что это как выход. И еще один факт. Я вот не знаю там про спецслужбы ГРУ, говорят, что погиб один человек из ГРУ, но военных там было много, и ветеранам МВД. Среди 6 тысяч, не менее там 20-30, мне говорили, человек, которые находились там, они помогали, выводили людей, но если бы было у них оружие, то есть я к чему еще раз, извиняюсь, затянул немножко вопрос, что вопрос тому, что возможно ли спецслужбам, ветеранам во время войны, а идет сейчас военное положение, вот на таких массовых мероприятиях дать разрешение на ношение табельного оружия. Когда мне станут говорить, что это может, а вдруг они применят его где-то там и так далее, извините, они на службе все равно носят, когда находятся. Так вот, в неслужебное время, то чтобы они продолжали носить это оружие. Спасибо за ваш вопрос. Я начну с самого начала. Вы сказали, что сегодня терроризм стали применять спецслужбы стран врагов России. Вот я хочу этот вопрос подчеркнуть. Моя книга
я писал ее, стараясь доказать тот тезис. Не сегодня используют, а использовали всегда, изобрели и используют постоянно. В мире не существует терроризма, за которым бы не стояли западные спецслужбы. Вот просто таких исключений я не нашел. Поэтому это не сейчас, вот сейчас неделю поиспользуют и перестанут. Вот закончится СВО, и они перестанут. Никогда не перестанут. Всегда будут использовать. Против Китая, против России, против Индии и так далее и тому подобное. Иногда схемы террористов очень сложные. Просто приведу пример. Вот поднимите руки, кто сейчас посмотрел сериал ГДР? Есть кто-нибудь? Рекомендую посмотреть. Действительно очень хороший с политической точки зрения, со смысловой сериал. И там показана террористическая организация Роте Армея Фрактион. По-немецки РАФ. Коротко, по-русски фракция Красной Армии. Казалось бы, в названии Красная Армия там. На самом деле эта организация была создана ЦРУ для двух целей. Во-первых, убирали неугодных политиков на всех спектрах. В Италии была Красная бригада такая же. А с другой стороны, компрометировали левую идею. Потому что все газеты и все рассказывали, что левые террористы кого-то убили. Соответственно, симпатии к коммунизму, Советскому Союзу, левой идеи шли вниз. То есть и с этой целью терроризм тоже используется как компрометация каких-то идей. То есть терроризм это целый мир такой страшный. Теперь вот перейдем обратно к вашему вопросу по поводу Крокус-Сити. Я не знаю, как надо обеспечивать безопасность мероприятий, потому что для этого есть профильные специалисты. Да? Я не возьмусь давать им советы. Но для меня очевидно, что появление маршалов, вооруженных людей на авиалиниях тоже имело какую-то дату начала. Не сразу после изобретения самолета там появился вооруженный человек. Да? После каких-то терактов, которые до этого никто как бы не представлял себе возможными, появились эти. А до этого никто не понимал, а зачем самолет захватывать, кто будет его захватывать. Рамок никаких не было, досмотра не было. Вот в моей книге привожу пример. По-моему, это 1972 год. Израиль. Японский терроризм, японский. Про такой мало кто слышал. Тоже там Красная Армия, организация для компрометации левых идей. Как выглядел теракт? Эти японцы, трое, прилетели в Тель-Авив транзитным рейсом из Рима, получили свой багаж, из багажа достали автоматы и просто начали расстреливать всех, кто находился в зале. Значит, в 1972 году можно автоматы было сдать в багаж, дорогие друзья. Понимаете, никто не просвечивал, не просматривал, потому что вопрос, а зачем сдавать автоматы в багаж, он как-то, видимо, не стоял. Может быть, обыскивали тех, кто шел в салон, может быть, в 1972 году, я маленький был, я не помню, да? Но багаж уж точно не просвечивали, потому что все, что летит в багаже, а то, что там бомбу могут заложить, или, потом стали, исходя из этих терактов, что-то делать. А, кстати, теракт то же самое, во многом напоминает то, что было в Крокус-Сити. Достали автоматы, и вот просто кого видят, начали расстреливать. Убили там 20 человек, из них, кстати, большинство было не израильтян. И это сделали японцы, что интересно. Поэтому, когда произошла ситуация на концерте, может быть, теперь на нее станут смотреть, как когда-то стали смотреть на ситуацию в самолете. Как обеспечивать? Не знаю, не берусь говорить, но я знаю точно, что в Советском Союзе никому в голову не приходило вооруженных людей на каждый концерт сажать. Однако и даже сегодня на спортивное мероприятие, там футбольный матч, там большое количество полиции, и из них наверняка есть люди с оружием. То есть там все это есть. И последнее, что мы должны понимать, в этом Крокус-Сити есть ЧОП 200 человек. Возможно, вопрос безопасности на этой концертной площадке, которая работает многие годы, рассматривался так. Дополнительно какая-то Росгвардия, там, ФСБ, МВД не нужны, потому что есть ЧОП, у которого есть право на ношение оружия.
Почему этот ЧОП был без оружия и почему он не сделал ничего, это нам расскажет следствие. Но он там, собственно говоря, был. И охранники были в том числе этими террористами застрелены. Ну, здесь понятно, подошли из автоматов и положили всех, кто там стоял. Но, скорее всего, они стояли просто с дубинками, и это никак им в этом смысле... Ну, в общем, вопросов много. А я предлагаю нам с вами перейти к другому, к следующему. Вот там есть, если можно. Ну, вот туда, а потом вам дадим, хорошо? Здравствуйте. Спасибо вам за ваше творчество. Я с вашим творчеством знаком более 10 лет. Но у меня сегодня два вопроса, может быть, не касающиеся сегодняшней темы, но частично касается Якутии. Я по поводу хотел задать вопрос по конституционным соглашениям 20-х годов, столетней давности. Да? Я ваши в одной книге читал, впервые узнал то, что такие соглашения были, кажется, кабальные конституционные соглашения 20-х годов. И у меня вопрос, первый вопрос. Очень мало информации по этой теме, да, в интернете и так далее. У меня все время спрашивают, я ссылаюсь на вашу книгу. Вопрос, оно в советское время это вот закрытая тема была? Если закрытая, то тогда, когда она была рассекречена? И второй вопрос. Эти конституционные соглашения 20-х годов с 90-ми годами, у них есть аналогия? Спасибо. Ну, для тех, кто не знает, просто скажу. Есть интересная история, которая, как в капле воды, показывает нам всю историю русской революции. Была такая, и есть, кстати, организация, называется Лена Голдфилдс. Да, то есть «Золотые поля Лены» в переводе с английского языка. Эта организация работала в Российской империи. И именно она ответственна за знаменитый Ленский расстрел 1911 года. После чего говорят, что Ленин стал Лениным, хотя это не совсем так. Ну, грубо говоря, рабочие бастовали, а их расстреляли. Расстреляла частная компания, которая пригласила определенные силовые структуры. И это было таким, одним из прям событий русской истории и одним из предшественников революции 1917 года. Значит, возникает вопрос. Представьте, в царской России расстреляли рабочих, организация. Вопрос, что с этой организацией случится после революции и гражданской войны? Выгонят ее поганой метлой, понятно? Кровь рабочих же на них. Ничего подобного. После революции компания Лена Голдфилдс получила концессию от советской власти на то же самое месторождение и еще на территорию там с полфранции вокруг нее. И условия этой концессии были очень интересные. Лена Голдфилдс получала жалкие 85% золота, а Советская Россия целых 15%. Нормально так? Возникает вопрос, а революция-то, товарищи, зачем была? А вот затем, товарищи, она и была. В итоге эта Лена Голдфилдс работала до 1929 года, когда Сталин расторг это концессионное соглашение. Почему в 1929 году? Потому что в 1929 году Троцкий был выслан из Советского Союза. То есть закончилась определенная эпоха. Дальше было очень интересное событие. Советский Союз, грубо говоря, закрыл эту контору, начал золото добывать самостоятельно. Акционеры Лены Голдфилдс подали в лондонский суд, арестовали советские активы, что это будет похоже на вас, и требовали денег за недополученную прибыль. Все это продолжалось несколько лет, после чего СССР начал выплачивать деньги. Сталин начал выплачивать. Потом все это прекратилось в 1939 году, потому что началась война. После этого возобновились переговоры в 1945 году. Сталин платить отказался. В итоге все-таки заплатить пришлось. То есть представьте, какие там ребята с той стороны. Советский Союз зачел свой долг за золото прибалтийских государств, которое находилось в банках Англии. То есть в итоге мы все этой Лене Голдфилдс заплатили. И вот самое интересное, если вы сегодня зайдете в интернет и наберете Лена Голдфилдс, вы увидите, что она опять работает на территории Российской Федерации. Условия я не знаю. Надеюсь, что оно отличается от тех выгоднейших условий, которые подписали большевики сразу после революции.
Не знаю, какие условия. Но думаю, что такие, как Чубайс, вернули всех своих покровителей в Российскую Федерацию. И когда Лена Голфилдс прекратит работу, это будет знаком обретения полного суверенитета. Так что, дорогие друзья, вы здесь недалеко, вам и карты в руки узнать, что там, собственно говоря, происходит. Просто запомните, Лена Голфилдс. И еще вторую историю вам расскажу сразу сюда же, чтобы вы понимали, что революция происходила в России с полного одобрения того, что сегодня называется глубинным государством, мировыми глобалистами и так далее. История следующая. После гражданской войны паровозный парк в нашей стране был сильно прорежен, разрушен. Вместо того, чтобы восстановить производство на Путиловском заводе и других заводах, что сделали большевики? Троцкий, который в тот момент был министром железнодорожного транспорта, предложил закупить паровозы в Швеции. Условия сейчас бы налоговой инспекции или ФСБ руки потирали, узнав бы условия этой сделки. Я вам сейчас скажу. Заключается договор с некой шведской компанией. Но дело в том, что у нее нет завода по производству паровозов. Советский Союз выплачивает ей деньги вперед. На эти деньги она должна построить завод по производству паровозов. И потом в течение 25 лет эти паровозы поставлять. Стоимость контракта – четверть золотого запаса страны. Как вам такие условия? Нормально? Обалденные, правда? Более того, если Советский Союз по условиям контракта не выплатит четверть золотого запаса, эта фирма не должна ничего поставлять. Но шикарные условия. Когда об этих условиях стали возмущаться советские экономисты и доложили товарищу Ленину, товарищ Ленин приказал закрыть журнал, в котором была опубликована критическая статья. Что это перед нами? Возврат денег, которые были когда-то выделены на русскую революцию. Деньги ушли в Швецию. Деньги на революцию приходили через Швецию, через Необанк. Я очень люблю Советский Союз, я уважаю товарища Сталина. Но это факт. И это нужно понимать. Это не мозолистые руки рабочих построили все это. А на это выделили деньги, перевернули страну, и потом просто Божий промысел, что к власти пришли такие люди, как Сталин, которые восстановили страну. А могло все закончиться катастрофой. И мы эту катастрофу видим на Украине. Когда к власти приходят те, которые хотят просто украсть денег, они истребят все мужское население и убегут в Лондон. И большевики должны были сделать ровно то же самое с точки зрения тех, кто выделял деньги. Так что вот, пожалуйста, Лена Голфилдс и «Золотые паровозы». Набираете в интернете и все читаете. «Золотые паровозы» валят на Троцкого, но на самом деле Ленин его в этом полностью поддержал. Знаете почему? Потому что долги надо отдавать. А тот, кто долги не отдает, у него потом начинаются большие проблемы. Как сегодня обстоят дела, мы не знаем, но «Золотые паровозы» мы с вами больше не покупаем. В некотором смысле заморозку российских активов на Западе – это примерно то же самое, что 25% золотого запаса, заплаченные за паровозы, которые будут поставлены через 25 лет. Ну, согласитесь, примерно то же самое. То есть дань. Следующий вопрос, пожалуйста. А вот сейчас, да. Добрый день. Меня зовут Демина Тамара Степановна. Я учитель городской школы номер 3. Во-первых, я хочу поблагодарить за блестящую идею презентации карикатур. Мы, граждане Советского Союза, мы советские, сохранившие вот и имперское мышление, и отношение к пропаганде. Я считаю, что, ну, как учитель, что обращение внимания именно на карикатуры при изучении истории – это очень важно, потому что время у нас очень быстротечное, информация идет просто обвалом, а здесь, как говорится, в глаза и в уши. Человек начинает, особенно молодой человек, начинает заинтересовываться. Ну, что вот мы видим, вот массовая культура.
Ведь она же в первую очередь нацелена на то, чтобы в глаза и в уши обратить внимание, а потом уже, ну, прошло и прошло, вы же сами говорите, да, вот сегодня есть вот эта информация горячая, потом она остывает. Значит, в прошлом году мы получили новые учебники по истории России, ими обеспечены пока 10 и 11 классы. И меня как учителя порадовало, что там очень много иллюстраций, в том числе и карикатур. Потому что карикатуры нацеливают на анализ. Вот человек видит, а что такое, с чем это связано, он начинает размышлять. И это делается очень ненавязчиво. И вот сегодняшнее, я еще раз хочу поблагодарить за сегодняшнюю презентацию, за ваш грамотный русский язык образованного человека. А вопрос у меня к вам такой. Вот мы говорим о терроризме, мы говорим про горячую новость, вот совершенно трагическую, происшедшего недавно. Но, смотрите, терроризм на сегодняшний день опасен тем, что он не будет так часто в открытом виде. А вот технологический информационный терроризм, он, по-моему, он осуществляется прямо вот ежечасно, ежеминутно, через те же социальные сети. Я почему так говорю? Потому что, к сожалению, до сих пор у нас сегодня дети в коридоре вместо того, чтобы бегать, кричать, смеяться, ждут уроков, сидя в телефонах. И мы не можем проконтролировать, что они смотрят и как они. Вышли памятки по образовательным учреждениям о том, чтобы обращать внимание. Простите, я просто прерву вас, чтобы ответить на вопрос. Угу. Хорошо? Да. Смотрите, я уже говорил, что моя книга не является энциклопедией, но я обратил внимание и постарался описать, потому что сегодня терроризм, он используется очень часто, ну, как сказать, не по назначению. То есть терроризмом называют значительно большее, чем на самом деле является терроризмом. И вот мне кажется, что сейчас вы один из таких примеров привели. Есть много деструктивной информации, вредной информации, там, ядовитой, токсичной, но это не терроризм, это информационная война, это желание подталкивать к самоубийству, что является таким, ну, чисто сатанинским каким-то проявлением, но это не терроризм, это несколько иное явление, опасное, с которым надо бороться, но давайте не будем называть терроризмом все. Вот в этом мой, так сказать, призыв. Пожалуйста. Спасибо. Фамилия моя Иванов, председатель Республиканского совета ветеранов. Вот, Николай Викторович, в названии вашей книги «Кому и зачем нужен терроризм» уже даже заложен ответ, который вы до нас довели вот в начале своих комментариев. Уже понятно, кому он нужен и зачем он нужен. Но вот сегодня на практическом примере тех событий, которые произошли в Подмосковье, нас волнует вопрос адекватность ответа и профилактика терроризма, если она вообще возможна. Поэтому я начну с того, что тут молодежь присутствует. Для них, наверное, будет интересно, существует, если вам не читали этот предмет, золотое правило нравственности у каждого человека. Не делай другому того, что никогда не пожалеешь себе. Это и относят и к китайским философам, это относят и к библейским содержаниям. И есть другое правило, которое, вот, насколько я вот субъективно считаю, применяет сегодня государство Израиль. Тоже ссылается на это правило и в содержании Библии православной и других, начиная с таблицы закона Хаммурапи. Это око за око, зуб за зуб, которое предполагает, что если тебе нанесли повреждение другому человеку, то ты должен нести адекватную ответственность. Тебе должны нанести такое же повреждение. Если ты причинил самое тяжкое нарушение, смерть другого человека, тебя ожидает это же.
Вот это золотое правило и правило Талиона, око за око, сегодня практически даже на международном уровне не действует. Потому что вот эти люди, которые участвовали в террористическом акте в Подмосковье, они не знали ни первого, ни второго. И так себя вели, по-моему. Сегодня возникает вопрос, уже вышел на уровень, по-моему, и Государственной Думы, а какое наказание эти террористы понесут? В Российской Федерации высшая мера наказания, смертная казнь, она приостановлена, говоря простым языком, то есть был мораторий наложен. Сегодня никто никого не имеет права применять высшие меры. Самому молодому террористу, участнику, 19 лет. И если он получит свои 20 или 25 лет, вот за то, что столько людей погибло, свыше сотни людей, он вернется здоровым, красивым, молодым 40 лет и будет продолжать спокойно жить. А те, кто погибли, они уже не вернутся. Это трагедия для каждой семьи. И сегодня вот возникает вопрос, вот как, еще повторяюсь, Николай Викторович, ответ, я считаю, мы получили, кому и зачем. А как превращать, какие меры применять, кроме вот этих авиационных маршалов, на которые вы правильно ответили, да, что нельзя в каждый самолет вооруженного человека посадить. Наверное, все-таки нужно такое для человека, психологический фактор, чтобы он знал, что если ты кому-то нанесешь вред, ты такой же вред получишь. Может, психологически это как-то, ну, не очень красиво звучит, да? Но это я хотел от вас услышать, как специалиста. Спасибо. Какую же профилактику нужно сделать? Спасибо. Спасибо большое. Вы задали очень всеобъемлющий вопрос. Я постараюсь ничего не забыть, отвечая. Ну, во-первых, не могу не сказать по поводу государства Израиль. Во время нападения 7 октября, которое, на мой взгляд, было организовано при прямом попустительстве израильских властей, потому что не работали никакие системы безопасности. Ну, там, сейчас не буду в подробности уходить, но без этого просто невозможно. И в Израиле, кстати, в этом никто не сомневается. Погибло 1200 человек. Сейчас бомбардировками убито около 35 тысяч человек. Это не око за око. Это за око даже не голову отсекают, а всю семью перебили. То есть это совсем другой принцип. Теперь, что касается смертной казни. Я сторонник ее применения. Я считаю, что за многие преступления, в том числе за то, что произошло в Крокус-Сити, а там погибло 6 детей, смерть – единственное адекватное наказание. В России есть мораторий на применение. Мораторий – это человеческое решение, исходящее из определенных законодательных актов. Если мы считаем, что смертная казнь должна применяться, надо просто изменить эти законодательные акты. Это не погода, это не гравитация. То есть, знаете, ну вот она есть, и с ней ничего сделать мы не можем. Можем. Более того, у нас все законодательные основания для этого есть. Мы вышли из Совета Европы, а именно по решению, ну, по вступлению в Совет Европы мы этот мораторий у себя ввели. Поэтому моя точка зрения здесь абсолютно, я так полагаю, совпадает с вашими. Нужна смертная казнь. Далее. Я не знаю, как этот вопрос будет сейчас решен, но вот Сергей Михайлович Миронов, и я полностью его поддерживаю, выступил с инициативой провести референдум. Сейчас, в сентябре, как раз когда будет единый день за голосование, то есть там затраты на это будут минимальны. Если можно ввести смертную казнь без референдума, ради бога, для меня важно, чтобы вот это все-таки было. Я уж не говорю, что сейчас идет специальная военная операция, и это вообще странно выглядит. То есть люди защищают Родину, гибнут, теряют здоровье, получают увечья. А преступника казнить нельзя, потому что потому. Ну, я этого понять, честно говоря, совершеннейшим образом не могу. Но, справедливости ради, опять вы сказали, что преступник, 19-летний террорист, получит 25 лет. Нет.
он получит пожизненное. Пожизненное. А пожизненное, это он, значит, должен там находиться всю жизнь. Я считаю, что это наказание все равно мягкое. Все равно должна быть смертная казнь. И в завершение уже, наверное, нашей беседы скажу, что этого, наверное, не надо делать, потому что это вот попытка как-то уйти от решения главного вопроса, возвращения применения смертной казни. Еще раз подчеркиваю, речь идет не об дополнении статьями с смертной казнью в Уголовный кодекс, а о применении там, где это сейчас есть. Это 5 статей. Сегодня по 5 составам преступлений в Российской Федерации может, согласно Уголовному кодексу, выноситься смертный приговор. Так вот, среди погибших в Крокусе есть 2 гражданина Беларуси. В Беларуси есть смертная казнь. Но я считаю, что так поступать не надо, потому что мы должны в России этот вопрос решить, а не искать лазейку для восстановления справедливости через наших белорусских друзей и союзников. Поэтому вот, да. Но, еще раз, я за применение смертной казни выступаю уже лет 15. И Крокус-Сити к этому не имеет никакого отношения. Просто это, еще одна вот иллюстрация. И специальная военная операция тоже иллюстрация. Ну, там, если кто-то занимается диверсиями против армии, и погибли военнослужащие, справедливость-то какая-то должна быть. То есть военнослужащий может погибнуть, а того, кто привел к его гибели, казнить нельзя, потому что мы вышли и вступили в Совет Европы. Мне кажется, так. Просто надо к этому подойти со спокойно холодным таким рассудком. Все процедуры, связанные с апелляцией, там 2, 3, не знаю, сколько надо, чтобы избежать казни невиновного, они, конечно, должны быть. Но еще раз хочу напомнить, что у нас смертная казнь прямо прописана в Конституции. Во 2 главе написано, что смертная казнь применяется в Российской Федерации вплоть до ее отмены. Отмены смертной казни у нас не происходило. Поэтому это, собственно говоря, конституционная мера, прописанная в нашей Конституции, и так к ней нужно подходить. Я на этом вот вижу поднятую руку. Давайте вы зададите последний вопрос и подведем итог. Да, меня зовут Сергей Августович Сюльский, член Общественной палаты Республики. Мне очень приятно, что человек такого масштаба, которого мы ежедневно видим по телевидению, сам из своих уст мы можем услышать мнение ваше по всем вот таким животрепещущим вопросам. Касательно террористического акта, я думаю, как нам решать то, что пожарные службы, МЧС и так далее, прибыли спустя такое время, когда уже все разъехались, эти террористы уже уехали. Может быть, если бы они как-то вовремя были порасторопнее, наверное, было бы жертв меньше, которые погибли от обрушения крыши, от удушения, в смысле угарного газа и так далее. И второй вопрос, как вы смотрите на то, что после тех событий, которые сейчас Украина пока не имеет успеха на фронте, она переходит таким акциям террора, и что мы можем предугадать, как поступят западные страны в части применения ядерного оружия. У нас, например, концепция, что мы не применяем первыми ядерное оружие. Пересматривать такую концепцию нам нужно или нет? Спасибо. Да, спасибо. Что касается ядерной концепции России, посмотрите, там слово «первым», оно уже через запятую. Мы не применяем первыми за исключением угрозы российской государственности, и так далее. То есть, там есть перечень, я бы сейчас хотел это за скобками оставить, потому что это отдельный серьезный вопрос. Что касается ситуации с прибытием пожарных и всех спецслужб к месту, значит, еще раз, 13 минут.
Да, вот через 13 минут они убежали. Тот, кто был в Москве, просто должен понимать, это Подмосковье. Это очень загруженная магистраль, там пробки. Туда, я не знаю, через сколько приехали пожарные, по-моему, они приехали достаточно быстро. Скорые приехали через там, считанные минуты, а пожарники чуть позже. Но физически просто быстрее не доехать. Но ведь здания строятся так, что в них есть системы противопожарной безопасности, которые должны работать. Поэтому здесь возникает целый ряд вопросов, как они работали ли они должным образом. И это будет все следствием, собственно говоря, разбираться. Вчера вот я прочитал, что от имени 11 пострадавших подан иск к владельцам Крокус-Сити. То есть это будет тоже дополнительная стимуляция, потому что в рамках рассмотрения этого уголовного дела нужно будет разбираться, насколько оказывалось, ну как там, по-моему, оказание услуг, да, там и так далее, и так далее, и так далее. И там будут серьезные суммы и серьезные наказания, да, потому что люди погибли. Поэтому здесь будет еще ответвление этого дела. Будут, скорее всего, это мое предположение, наказанные за недолжное состояние противопожарной безопасности. Потому что я не очень представляю себе, как в огромном зале, если разлить канистру бензина, сгорит совершенно циклопический, он циклопический просто. Просто, если вы его не видели, сложно представить себе, какой огромный. Чтобы он сразу загорелся. Поэтому я думаю, что, скорее всего, пожарные службы-то не виноваты, а вот вопрос к организации противопожарной безопасности, так же, как и безопасности в целом, ну, он, собственно говоря, остается. Мои знакомые были на концерте, услышав вот эту шумиху, стрельбу, они просто ушли. Другие стояли в гардеробе, и террористы прямо начали стрелять, и перед ними застрелили человека. Они вот так залитые кровью тоже ушли. Но все остались живы и здоровы. Поэтому давайте дадим возможность следствию работать. Что касается следа, то спецслужбы и политическое руководство России, основываясь на фактах, его назвали. Мы с вами сегодня в виде такого мини-расследования, даже не имея этой информации, тоже пришли к этому же самому выводу. Но я хотел бы еще вот просто информационную вишенку положить, исходя из главной идеи моей книги и моего личного убеждения. Вся политика – это воздействие одного государства на другое. Для этого инструментарий. Война. Война чужими руками прекрасна. Терроризм. Экономические санкции. Унижение в спорте. Аресты активов – это все просто инструментарий. Так вот, сейчас у Запада есть инструмент под названием «Киевский режим». Запускаются английские ракеты, запускаются английскими операторами по российским целям и российским городам. Но выглядит это, как будто это некая Украина это делает. В этом террористическом акте все ровно то же самое. Руки украинские, голова американо-британская. Как только этот режим будет ликвидирован, тогда эта объяснялка сразу приводит к войне. Великобритания не может просто стрелять по России ракетами, потому что тогда Россия объявит ей войну, и это будет война с применением ядерного оружия. А вот руками Украины она может. Это же не она просто просто ракету продала. И все. Поэтому путь к прекращению этого в определенном масштабе – это достижение тех целей, которые в самом начале специальной военной операции были сформулированы. Но мы с вами должны понимать, что будет придуман какой-то другой терроризм. Тогда появится терроризм бандеровский, которые будут бороться за освобождение ридной Украины от москалей, как это было после Великой Отечественной войны, еще 10 лет. То есть это все апробированная история. Но эти терроризмы, они исчерпываются и заканчиваются. Был вот терроризм, связанный с контртеррористической операцией на Кавказе. Но он, в принципе, закончился. Да? Там раз в год 2 человека где-то с автоматами бегают. Бандеровцы тоже на Украине после войны закончился. Это всегда есть какой-то срок от самых отмороженных, кто себя не может найти в новой жизни и так далее. И здесь будет то же самое. Спецслужбы должны работать так, чтобы этого было как можно меньше.
Но рано или поздно это закончится. А желание ослабить Россию, оно не закончится. Придумают какой-то новый терроризм. С ним тоже придется бороться. Я думаю, эта книга, конечно, очень нужна, потому что я прекрасно понимаю, что против нашей страны развязана необъявленная война. И вот этот террор – это один из, наверное, один из инструментов борьбы именно с нашей страной. И, конечно, вот, к сожалению, никто из нас не застрахован, но, по крайней мере, если мы прочитаем, узнаем, расскажем своим близким, я как директор школы могу эту информацию довести уже до учащихся, конечно, я обязательно с ними проведу какую-то соответствующую беседу, чтобы ребята понимали, в каких условиях мы живем. Еще раз хочу повторить, мы живем в условиях необъявленной войны, которую нам Запад объявил России. Поэтому нужно, конечно, быть бдительными, это во-первых, надо быть сплоченными. И, конечно, вот что хочу пожелать нашим детям, чтобы они через свои социальные сети, через свои аккаунты, конечно, продвигали именно вот идеи нашей страны. Это и патриотизм, наверное, любовь к родине. Вроде высокие слова, но на самом деле такие есть. А как иначе-то? Потому что против нас сейчас идет идеологическая война. И особенно против нашего молодого поколения. Мы постоянно слышим о том, что через какие-то вот эти каналы, телеграммы там вербуют нашу молодежь, платят им деньги, говорят, взорвите или что-то сделайте и так далее. Это очень страшно на самом деле, потому что дети являются, мозги не окрепшие, становятся жертвами вот этих провокаций. И чтобы они не становились этими жертвами этих провокаций, это все нужно.